Всем здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить об актуальной теме, о коронавирусе. Сегодня к нам присоединится врач Шукурова Венера Ходжоновна. С ней мы сегодня будем говорить о COVID-19, как лечиться, что делать. Так что эфир будет очень продуктивным, присоединяйтесь. В скором времени к нам еще присоединится наш врач. Вот, если у вас есть интересные вопросы, тоже их задавайте. Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединяется. Здравствуйте. Так что, если у вас есть вопросы касаемо коронавируса, если вы хотите поговорить о COVID-19, то добро пожаловать к нам в прямой эфир. Сейчас к нам присоединится Венера Ходжоновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Венера Ходжоновна. Здравствуйте, Венера Ходжоновна. Здравствуйте, добрый вечер. Рада вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. Да. И сегодня мы с вами поговорим о важной теме. Так, секундочку, я так. Как ваше здоровье? Как ваше здоровье? Хорошо. Да, хорошо? Да, хорошо? Да, все хорошо. Да. Отлично. Отлично. Очень много вопросов поступило. Вопросы от наших подписчиков. Ну и еще есть вопросы касаемо вообще людей паника, как лечиться, что делать. Поэтому хотим от вас советов. Хороших советов. Хорошо. Так, давайте приступим, тогда я задавать вам вопросы. Ага. Меня хорошо слышно? Да, вас хорошо слышно, а меня как? Вас немножко слабо я слышу. Плохо, да? Может, Да. без маски тогда? Да. Может быть, громкость нужно поднять. Можно здесь громкость? Меня, говорит, плохо слышно. Да, я вот читаю, люди пишут, что эхо идет. Не знаю почему. Я сделала звук поменьше. Угу. Теперь как Надеюсь, слышно? сейчас все это пройдет. Итак, давайте тогда приступим к вопросам. Вообще, как лечить больного с COVID-19? Уважаемые подписчики, значит, COVID-19 лечится в зависимости от степени тяжести. И поэтому мы должны знать, что вот это вирусное заболевание, которое сейчас захватило всю планету, да, так скажем, пандемия, значит, сейчас идет такая классификация во всех странах, это и рекомендация ВОЗ, что имеет место легкое течение заболевания, средней тяжести, тяжелое течение и крайне тяжелое течение. Если обратимся к статистике, то нас обрадует тот факт, что 80% протекает в легкой форме. В легкой форме. Все-таки 80%, слава богу. Значит, 20% как бы средне-тяжелое, тяжелое и крайне тяжелое, да? Но если 20 поделить, то 15% в тяжелой форме и только 5% в крайне тяжелой форме. И вот эти 80%, когда идет легкая форма, может быть средне-тяжелая форма, вот эти формы можно лечить дома, как бы начинать лечение дома. И в зависимости, значит, от динамики поддается к лечению больной, да, домашнему, амбулаторному, то если нет осложнений, если нет перехода в эту средне-тяжелую или тяжелую форму, то, конечно, больной вылечивается дома. Лучше оставаться дома. Да, лучше оставаться дома. А если появляются симптомы, которые уже говорят о том, что этого больного надо госпитализировать, то этим нельзя медлить. Потому что вот сейчас вы видите, получается, в большинстве случаев, ну, в некоторых моментах больные поступают как бы по поздней стадии. В стационаре. Запускают, да? Да, запускаются, да.
Вот. Скажите, так вот, вот, допустим, если легкая форма коронавируса, какой должен быть алгоритм лечения? Да, если будет легкая форма коронавируса, это вот как мы раньше лечили острые респираторные вирусные инфекции, да, мы все знаем, как бы лето не характерно для вирусных инфекций, да, но сейчас COVID-19, он как бы этой категории не относится. Мы видим, что наоборот идет усиление волны, да, очень много больных становится. А так, когда легкая форма, это получается, значит, как при ОРВИ, как наш алгоритм был. Значит, ну, конечно, в первую очередь это самоизоляция, да, этот должен самоизолироваться. Но в первую очередь получается, что симптоматическое лечение. Что такое симптоматическое лечение? До сих пор от данного вируса, вот именно убивающего этот вирус, препарат не найден. Это называется этиологическое, противовирусное лечение. Его нету. Симптоматическое лечение, значит, в первую очередь это обильное питье. Обильное питье. Если говорит, если насчет килограмм в сутки. Но если 60 килограмм, значит, литр 800. Вот. Обильное питье. Значит, если повышение температуры тела свыше 38,5, то жаропонижающие препараты. Например, парацетамол? Да, парацетамол или ибупрофен. Да. Вот. Но здесь хочу сказать, когда повышается температура тела в пределах до 38,5, допустим, 37,5 и выше, 38, до 38,4, да? Если больной переносит хорошо, особенно первый день, второй день, это говорит, что организм в это время будет бороться с вирусом. И поэтому злоупотреблять жаропонижающими препаратами тоже нельзя. Потому что лихорадка – это защитная реакция организма. Особенно первые дни при вирусной инфекции. И ковид тоже вирусная инфекция. И тогда, когда в организме температура где-то в пределах 38, значит, в организме появляются реакции, допустим, тот же внутренний интерферон. Он будет сам убивать этот вирус. И там называется фагоцитоз. Вот эти лейкоциты, они начинают работать, как бы чужеродные эти вирусы захватывать, лимфоциты. И они будут то есть убивать вирус. И поэтому, если вот больной хорошо переносит температуру, еще не такую высокую, до 38,5, да, тогда лучше отпаивать, то есть пить больше жидкости и жаропонижающим немножко повременить, не злоупотреблять. Тогда организм сам будет помогать себе. Венера Худжоновна, скажите, пожалуйста, пишут, что пропадает обоняние. В связи с чем это? В связи с чем это? Ну, это разные, получается, что где-то в 20%, по-моему, случаев идет отсутствие, как бы пропадает обоняние. Ну, разные теории есть, что там какие-то нервы как бы воспаляется, да, и пропадает это. Но это, по-моему, когда идет в организме отек, вот воспаление, да, возможно, этим связано, потому что центр обоняния все-таки в головном мозгу, да, и поэтому получается, что есть такой симптом, который именно, если пропадает обоняние, это точно как бы 100% ковид получается, да? Но она может в легкой форме быть, потому что мне тоже обращаются, и вот такие молодые люди, которые как бы заболели, у них пропало обоняние, но сами, значит, перенесли в легкой форме. Но обоняние, она обязательно восстановится. Смотрите, мы с вами поговорили, как лечить больного, легкая тяжесть, да, болезнь. А если все-таки тяжело, это все протекает, когда нужно обращаться к врачу? Да, это очень важный вопрос, очень такой
злободневный вопрос, потому что когда вот, значит, болеют, да, сами больные должны за собой наблюдать, ухаживающие, допустим, да, потому что, значит, какие тут как бы несколько параметров, за которыми мы должны хорошо наблюдать. Значит, это в первую очередь температура тела. Вот температура тела, если она действительно высокая и не спадает в течение, я не знаю, 3-5 дней, это тоже уже показание госпитализации. Температура тела упорно не снижается, да, в течение 5 и 7 дней. Потом, значит, все-таки среднетяжелая форма, это когда вирусная инфекция, она переходит уже, у больного начинается пневмония, средняя форма. Но пневмония без проявлений дыхательной недостаточности. Это тоже можно дома лечить. Значит, пневмония без дыхательной недостаточности, это, если по-простому говорить, значит, у больного нет одышки. Он дышит спокойно. И есть такое понятие сатурация крови, артериальной крови. Да, сатурация артериальной крови, это сейчас очень важный показатель. Его можно измерить простым, значит, этим прибором, который называется пульсоксиметр. И пульсоксиметр, сатурация у человека в норме 95-100. До 95-98, некоторых до 100 показывает. Это норма. Да. Это когда человек дышит обычным атмосферным воздухом. У нас сатурация должна быть 95 и выше. А когда у человека уже при комнатной температуре 94, это будет говорить, что какая-то небольшое кислородное голодание есть. Но для того, чтобы, значит, показания госпитализации, сатурация должна быть ниже 93%. Сатурация ниже 93. Это уже говорит, что идет уже начальные проявления дыхательной недостаточности, началась кислородный недостаток, да, и следующее, это когда одышка появляется. Частота дыхания становится выше 30. Скажите, пожалуйста, через какое время в организме антитела? Остаются ли они в организме? Ну, вот видите, возможно ли заразиться повторно коронавирусом? Да. Это вот такая, получается, что новая инфекция. На самом деле, конечно, весь мир, все вот умы планеты сейчас изучает этот вирус, да? И вот пока утешительных вот таких прямо... Мы все знаем, что после какого-то заболевания действительно остается хороший иммунитет, да? Стойкий иммунитет, и как бы человек повторно не болеет. Насчет COVID-19 пока мир не может сказать однозначно, потому что вот сейчас все исследуют антитела, и они как бы появляются, но со временем все говорят, что это количество антител будет уменьшаться. И все, конечно, сейчас не дают вот такого окончательного вердикта, что человек может заболеть повторно, но факт, что со временем, что антитела будет падать, многие исследования показывают. И поэтому даже ученые сомневаются как скажем, в эффективности вакцины. Мы сейчас же все ждем вакцину, да? Потому что вот стойкого этого инфекционного иммунитета пока еще исследования не подтверждают. А так антитела не появляются. Сначала, когда человек болеет, сначала появляются антитела класса М, называется, это когда острая фаза. И когда человек переболевает, допустим, вот COVID-19, ну, в среднем 14 дней, да, болеет, а дальше уже в организме начинает образовываться уже антитела класса G, который показывает долгосрочный иммунитет. Вот. И поэтому в этом отношении тоже однозначного пока ответа нет. Понятно. Скажите, пожалуйста, сейчас наблюдается, когда люди болеют, начинаются антибиотики. Насколько это правильно? Да, значит, тоже хороший вопрос. Вот, когда человек только заболевает легкой формой,
когда легкая форма и вот признаки вирусной инфекции, да, там температура, может кашель, першение в горле, действительно слабость там. В этой фазе, когда легкое течение, антибиотики не показаны. Потому что это же вызван вирусом, это заболевание. Антибиотика не действует на вирус. И сейчас из-за вот этой... Да, это будет у нас по-другому в медицине называют, когда мы делаем не в пользу, а во вред. То есть, когда организм не нуждается в антибиотиках. Тем более, вот сейчас из-за паники люди начали амбулаторно назначать очень сильные антибиотики. Сразу сифтриаксон, допустим, да? Или там вторхинал, вот есть такой левофлоксацин. Да, азитромицин. Хотя азитромицин, сейчас о нем скажу. И получается, вот начали люди назначать антибиотики резерва, которые этот больной должен был получать в стационаре. К нему показания будут потом. Если у больного все-таки ковид будет течь с осложнениями, у него будет пневмония, да? У него будет дыхательная недостаточность, вот тогда эти антибиотики будут показаны в стационаре. А в данное время, в начале, антибиотики не показаны. А если у больного COVID-19 средне тяжелая форма, когда у него пневмония, без дыхательной недостаточности, да, и у него температура не падает, вот то, что я говорила, 5-7 дней. И плюс в это время, по идее, мы должны еще лабораторную диагностику должны проводить, чтобы антибиотики обосновать. Просто так слепо антибиотики нельзя назначать при вирусной инфекции. И поэтому, когда мы назначаем даже общий анализ крови, вот за бактериальную инфекцию будет говорить, допустим, лейкоцитоз, когда лейкоциты растут, да, или палочка-ядерный сдвиг, мы так говорим. В общем, лейкоцитарный. Лейкоциты будут в большом количестве. Еще есть такой один анализ, прокальцитонин. Прокальцитонин, который будет, он является бактериальным маркером, маркер бактериального воспаления. И если прокальцитонин будет выше 0,5, то тогда антибиотики оправданы. А у нас получается без лабораторного подтверждения, без вот такой клиники, что у больного даже нет пневмонии. И антибиотики люди начали применять нерационально. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. У некоторых людей болезнь бессимптомна. Говорит ли это о том, что человек... Так, конец вопроса чуть не услышала. Почему у некоторых людей бессимптомно? Это означает, что у человека Да, вообще по классификации действительно какой-то процент людей, даже большой процент людей, у людей протекает, значит, COVID-19 бессимптомно. То есть что такое бессимптомное течение болезни? Когда у больного нет никаких симптомов болезни, и только лабораторно ПЦР, да, значит, человек сдает, и у него получается положительный анализ. И действительно, бессимптомное течение – это тоже как бы разновидность этой инфекции, но вы тоже отчасти правы. Возможно, это говорит о том, что иммунитет как бы хороший и протекает в такой форме. Ну, может, допустим, у большей части, допустим, молодые люди, да? Поэтому бессимптомное течение болезни, она имеет место быть. Вот скажите такой вопрос. Нужно ли обязательно всем, кто переболел, томографию легких? Значит, к показаниям рентген органов грудной клетки, рентгенограмму легких или компьютерную томограмму легких тоже нужно то есть должны быть показания. Не всем, которые переболели, значит, нуждаются в этих обследованиях. Значит, если у больного развивается пневмония, и тем более развивается пневмония уже в тяжелой форме, допустим, то есть если у больного развивается пневмония, это уже показания, чтобы, значит, желательно, чтобы он сделал рентгенограмму грудной клетки или компьютерную томограмму. Вообще по международным протоколам и по нашему протоколу на первом месте стоит компьютерная томограмма, потому что компьютерная томограмма иногда обнаруживает даже у бессимптомных больных, иногда вот
бывает болезнь течет так, что у больного нету дыхательной недостаточности, но может на компьютерной томограмме в легких быть уже изменения по типу матового стекла. Вот. Но раз у нас в стране, сейчас вы сами тоже наблюдаете, что не все могут компьютерную томограмму сделать, можно заменить его, значит, проведением рентгенограммы грудной клетки. Там тоже можно увидеть изменения. Расскажите, пожалуйста, как нужно использовать. Да, ну вот видите, вот COVID-19 тоже как новое заболевание, его, значит, постепенно изучали, и на самом деле в настоящее время действительно как бы она изучена настолько достаточно, что мы понимаем патогенез, то есть как развивается болезнь, да, и поэтому вот эта антикоагулянтная терапия, она сейчас стоит на первом месте. Потому что на самом деле, оказывается, вирус в организме вызывает такие изменения, да, вот он именно COVID-19, а вирусом называется SARS-CoV-2, она проникает в организм, и именно, оказывается, мишенью этого вируса является ангиотензин, превращающий, значит, клетки АПФ2, по-английски AC2. И вот эти клетки, эти клетки находятся вот в альвеолоцитах в легких, да, у всех, и могут быть в желудочно-кишечном тракте, могут быть и в сердечной мышце, могут быть в мочеполовом тракте, да, и получается, мишень. Венера Буденовна, вы пропадаете немножко, вас не слышно. Значит, получается, что идет нарушение свертываемости крови. Значит, повышается риск образования тромбов. Слышно, да? Слышно? Ага. И поэтому, да, и поэтому вот... Ага. И поэтому вот эта антикоагулянтная терапия, куда относится гепарин, она является основой лечения, значит, инфекции COVID-19, патогенетическое лечение. И поэтому, значит, гепарину сейчас отводится большое место в лечении, и она назначается в двух таких, так скажем, значит, показаниях. Вот когда идет легкое течение, да, или средней тяжести течения, там есть группа риска, да, группа риска. Какая группа риска сейчас, значит, по данной инфекции? Это люди старше 60 лет, да, люди пожилого возраста. Далее идут люди с сопутствующими заболеваниями. Значит, это в первую очередь у кого сахарный диабет, значит, у кого артериальная гипертензия, да, у кого, значит, ожирение, когда индекс массы тела более 30, значит, у кого сердечно-сосудистые заболевания, и у кого хроническая, значит, обструктивная болезнь легких, вот астма, да. Значит, вот у этих больных, получается, те больные, которые, онкологические больные, которые получают иммуносупрессивную терапию. Они же сами, у них иммунитет находится в таком состоянии, да, что они тоже группа риска, потому что они постоянно получают какую терапию? Именно препараты, сильные препараты, которые подавляют иммунитет, да. Ну и те больные, у которых были, значит, трансплантанты, то есть они органозамещающие операции какие-то перенесли, да, вот эти больные, получается. Вот этим больным, значит, и вообще, кто заболел, допустим, средняя тяжелая форма, да, в первую очередь назначается антикоагулянты в профилактической дозе. Профилактическую дозу. Когда, значит, мы назначаем профилактическую дозу, тогда риск кровотечения намного меньше, да, получается. И поэтому вот в нашей
протоколе последнем мы видим, да, наша страна сейчас действительно как бы не успевает, да, что все стационары, значит, заполнены больными. И получается, что больной, когда в этой легкой или средней тяжелой форме, они уже, мы должны их амбулаторно лечить. Да? И когда амбулаторно, уже последний протокол уже допускает, чтобы гепарин назначался профилактической дозе. Профилактическая, да. Но в то же время, когда мы антикоагулянты назначаем, мы тоже должны лабораторно отслеживать. Да, именно вот свертывающую систему крови, и особенно, значит, есть такой лабораторный анализ, как называется ДДМЕР. ДДМЕР. Вот мы должны знать его значение. А лечебная, там есть потом промежуточная доза, когда доза гепарина увеличивается. И еще есть уже лечебная доза, все это должно уже назначаться только в стационаре. Только в стационаре под контролем свертывающей системы крови и вот этот, значит, вот этого анализа ДДМЕР. Когда он превышает его концентрацию в крови 2-3 раза больше, чем норма, тогда уже гепарин или мы знаем, да, что низкомолекулярный гепарин, вот новый класс гепаринов, вот сейчас, который, значит, это эноксапарин, да, кликсан, они должны назначаться уже в лечебной дозе. Скажите, а вот, допустим, если дома человек заболел, да, один из членов семьи заболел, у него пневмония, как должны реагировать близкие люди? То есть, если все в одном доме живут, изолироваться нет возможности, какие меры предосторожности нужно соблюдать? Да. Вы знаете, можно я сейчас дополню предыдущий ваш вопрос, потому что вы задали именно гепарин, а я вот немножко забыла другую антикоагулянтную терапию, которую, значит, до гепарина нужно начинать и безболезненно принимать. Это прямые антикоагулянты, это ацетилсалициловая кислота, аспирин. Аспирин. Да, аспирин. И вот этот аспирин, вы знаете, да, в разной лекарственной форме выпускается. Мы знаем вот тромбопол, допустим, да, тромбоаз, там кардиомагнил. Вот эти препараты человек должен принимать. И для даже разжижения крови, да? Да. И мы прописали, значит, тоже среднесуточные нормы, допустим, 75 миллиграмм однократно, да, или есть если какие-то показания, то 2 раза в сутки это 150 миллиграмм. Понятно. Вот теперь следующий вопрос. Если человек дома заболел пневмонией, да, действительно, в первую очередь соблюдать все меры, значит, защиты, да, и вот, если есть возможность изолировать, значит, данного больного в условиях даже дома, да, если есть отдельная комната, это вообще здорово, потому что его должны изолировать насколько могут домашние, да, и получается, что отдельная там посуда, вообще больной человек должен носить маску желательно, и частое проветривание комнаты, это вот вентиляция самое необходимое условие для, когда мы имеем дело с COVID-19, потому что через вентиляцию, честно говоря, мы как бы защищаем себя от вот этого воздушных контактов. То, что передается, да? Да, то, что передается, да. Ну и домашние должны значит, следовать всем этикетам, значит, гигиены, да, руки постоянно мыть, носить маски, получается. И, конечно, если санузел один, ничего страшного, только надо соблюдать все эти меры. Значит, вот этого этикет кашля мы говорим, да, респираторный этикет. Когда кашляем, чихаем, то, значит, в локоть или в салфетку, да, и после того, значит, как постоянно мыть руки. Потому что вот последние данные все вот доказали, что именно через контактный, да, когда руки не моем, мы можем заразить себя. И лишний раз не трогать лицо.
Да, вот когда даже вот правильно носить маски. Когда маску мы одеваем, это на 2 часа, это минимум одевается одноразово, ее поменять. И когда маску одели, уже все, уже лицо не трогать, и маску не трогать. Вот это вот правильное ношение маски. Скажите, пожалуйста, вообще как нужно сейчас закаляться, поднимать иммунитет? Что кушать? Ну, по идее, вот тоже в интернете много пишут. Да, действительно, иммунитет, хороший иммунитет, это на самом деле сейчас очень важный, как бы, нужный момент. Но насчет питания не говорят прям такую, то кушайте, да. Это рациональное, богатое витаминами, значит, необходимыми пищевыми, значит, элементами питания должно. Да. И поэтому мы говорим, что много овощей и фруктов должно быть, да. Питьевой режим мы должны соблюдать. Вот. И, значит, такое рациональное питание. Вот. Но все-таки в данный момент все-таки мы еще добавляем, что не помешает, как мы их называем, минерально-пищевые добавки, да, потому что не помешают. Да, сейчас вот мы говорим, что все-таки, допустим, даже доказали, особенно у пожилых людей, недостаток витамина D может быть фактором риска, да, и поэтому об этом мы должны подумать. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорите про витамин D. Можно ли его сейчас употреблять летом? Ну вот, да, это такой вопрос, конечно, потому что летом много солнца, да. И действительно, как бы его употреблять тоже бесконтрольно, ну, как бы не очень нежелательно, да. Поэтому получается, ну, допустим, если есть кормящая мама, она через свое молоко передает витамин D ребенку, и кормящая мама может безболезненно как бы принимать витамин D дополнительно для себя. Но тоже, конечно, в профилактических дозах, допустим, где-то 1000 единиц, ну, до 2000 единиц. Были работы, которые доказали, как бы, значит, безопасность принятия этих доз. Вот. Ну и доказано, что пожилые люди, у них имеется в организме недостаток витамина D. Да? Какие-то профилактические дозы можно применять как бы безопасно для таких, для конкретных категорий людей, не для всех. Да. Скажите, вот тут девушка пишет, если потеряли вкус, вот обоняние, да, нужно ли принимать какие-либо препараты? Или все-таки нужно оставить, обоняние вернется само собой? Да, она вернется само собой, пока нету, чтобы специально какие-то препараты пить, да. Это только вот те препараты, те лечения симптоматическое показанное, только вот эти. А так обоняние, то есть сама по себе вернется. А скажите, у маленьких детей тоже вот симптомно, оказывается, протекает болезнь? Ну, чтобы детки не заболели, как им все-таки тоже помогать? Ну, детям, да. Дети тоже как бы болеют, но самое главное, что то, что нас радует, то, что вот эти АПФ-2 клетки, да, ангиотензин превращающие клетки, которые являются мишенью для этого вируса, у наших маленьких детей они мало развиты, и их количество мало у детей. И поэтому, если детки заболевают, вот как бы во всем мире уже доказали, что дети болеют легкой формой. Ну и сами видите, да, ну не дай бог, конечно, мы не хотим, чтобы дети наши были тяжелыми, а так получается, что больше они выступают в роли переносчиков. Да, и поэтому, конечно, все равно это не говорит о том, что мы детей должны забывать или там на них внимания не обращать. Нет, ни в коем случае, потому что дети, чем младше ребенок, тем иммунитет у него еще не установленный, да. И поэтому их тоже надо закалять, их тоже надо оберегать, им тоже гигиену вот этих прививать. Сейчас дети очень хорошо с вами тоже поняли, что после всего...
Да. нужно мыть руки. Конечно, им маску постоянно одевать, заставлять. Мы не заставляем, потому что аэрация у них, легкие у них должны дышать. Да. И поэтому у детей тоже мы должны думать об иммунитете. И поэтому в данное время, допустим, тоже хорошее питание, да. И самое главное, что детей надо как бы отделять от пожилых людей. Вот если семья, желательно, наоборот, получается, для пожилого ребенок будет фактором, как бы, чтобы не передал ребенок нечаянно своему дедушке, бабушке этот вирус. Вот в этом отношении мы должны думать. Потому что мы должны сейчас беречь в первую очередь наших пожилых людей. Вот. Да. Ну, насчет ребенка, получается, что, допустим, тот же витамин С, да? Значит, аскорбиновая кислота. Аскорбиновая кислота, значит, цинк тоже вот. И всем цинк сейчас, честно говоря. Это не лечение, пожалуйста. Это как раз закалка, поддержка иммунитета. Потому что некоторые думают, что вот обязательно цинк там пить, да. И вот насчет витамина С, допустим, для детей, да, вот хорошая форма, потому что дети как бы таблетки, вот эти простые таблетки, это я считаю как мел, да, как просто. Много вот этих, как бы, не знаю, дополнительных веществ, которые там, не знаю, в почках может накапливаться или там в этих мочевых путях, да, допустим, сивика. Витамин Да, С, мы да? даем своим Да. детям севика. Да. Вот в такой форме, да, в такой форме давать, да? Вот. Скажите, Ну, пожалуйста, аквадетрин, такой вопрос. Дети до года, говорят, в зоне риска. И вот как за ними следить, за младенцем, да? Нужно прислушиваться, не кашляет ли, или будет у ребенка диарея. Вот какие признаки нужны, вот что нужно, на что нужно обращать внимание, чтобы не упустить тот самый момент? да, конечно, дети до года риска. В этом отношении я как педиатр, в первую Венера очередь Буденовна, скажу. я вас плохо слышу Да. очень. Теперь как слышно? Слабо. Слабо? Да. Не знаю, вроде это связь. А вот теперь слышу. Слышно, да? Значит, Да. конечно, следить за детьми тоже, в первую очередь, конечно, за температурой, потому что этот вирус на 90% это вот высокая температура тела. И, конечно, и кашель бывает. И правильно вы отметили, что у детей чаще эта инфекция проявляется как по типу диареи. Может диарея быть у ребенка. Вот. И поэтому вот за этим следить. Но хочу я другое сказать. Вот дети до года, как их оберегать? Это грудное вскармливание. Вот если ребенок находится на грудном вскармливании, и через молоко матери передаются все иммуноглобулины, защитные факторы для ребенка готовые. И поэтому, если ребенок маленький до года есть, мама должна кормить ребенка. Конечно, дополнительное питание после 6 месяцев это тоже должно быть, но вот это грудное молоко, она первая защита для ребенка будет, особенно в таких случаях. Вот. Обильно Поэтому просто кормить, да? Обильное питье. Да, чаще прикладывать. А какие витамины нужно давать? Да. Еще один момент. Если у мамы есть какие-то признаки вирусные, то, конечно, грудное вскармливание не отменяется, только она должна соблюдать все вот эти, значит, маску одевать. Да, руки мыть, да. А так, конечно, маме получается тоже пить витамин С, допустим, сивикап, да. И вот аквадетрин я сказала, что для мамы, потому что это водная форма, сами знаете, да, безопасная. Вот. Поэтому вот такие советы, да. Скажите, пожалуйста, вот всем рекомендуется обильное питье. Допустим, чай с лимоном, имбирь. Помогает ли имбирь? Потому что массово закупаются имбирем и добавляют его в чай.
Вот, знаете, это тоже, как и вот другие витамины, это я также отношусь к имбирю, потому что я его тоже как бы советую, но это не панацея. Это как дополнительное, как получается для укрепления иммунитета, какие-то его, значит, свойства, наверное, будет помогать, да? А так это не панацея, но можно его применять. Ну и обильное питье, вы правильно отметили. Действительно, если обильное питье, то получается, но в данном случае еще теплое питье. Вот в данной инфекции, да, что... Да. И поэтому получается в виде воды, компота, да, действительно с лимоном. Вот это все приветствуется. Ну и еще, вот если вот у больного першение в горле, сухой кашель, желательно, значит, еще больше обильное питье помогает, потому что как бы в бронхах еще проблем нету, а именно в горле получается, да? Щелочное питье тоже хорошо помогает. Вот боржоми без газа, минеральная вода без газа, да? Вот она как раз успокаивает горло. А так, если сухой кашель, все-таки взрослым советуем еще применять отхаркивающие препараты. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Если при обычном ОРВИ человек болеет там, дней 5-6, сколько длится болезнь коронавируса? Сколько не отпускает болезнь человека? Да, это коронавирус, действительно, она протекает длительнее. Она долго не отпускает. Вот она доказала, что она действительно человек болеет, допустим, если у него там инкубационный период от 2 до 14 дней, потом еще 2 недели человек болеет. Но после того, как человек выздоровел, у него еще идет астенический синдром, и человек долго реабилитируется. Долго. Поэтому эта болезнь так довольно тяжело протекает и довольно длительно. И реабилитация тоже занимает долгое время. Вот если тяжелая форма, мы поняли, что фиброз легких наступает, да, а чтобы вот это все обратно привести в норму, это требует длительного времени. И здесь хотелось бы еще добавить дыхательную гимнастику. Да, расскажите, да? пожалуйста. Да, дыхательная гимнастика – это именно диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное дыхание. Вот этими люди должны заниматься. Еще один момент. Значит, диафрагмальное дыхание. Как можно улучшить, да? Значит, диафрагму, включить дыхание. Это когда человек лежит на животе. На животе. Вот, да, это можно и дома начинать. И на животе человек должен лежать от 4 часов, но тяжелые формы уже в стационаре до 16, до 12 часов человека ложат на живот. Это облегчает. У нас тут вопрос. Здравствуйте. В каких случаях назначают бромгексин и как его пить? Да, хороший вопрос. Значит, бромгексин, он отхаркивающий препарат, и его можно назначать, потому что как бы его ну, он имеется в протоколах других стран, но кроме бромгексина можно применять и амброксол. Амброксол, как и они одинаково действуют. Отхаркивающий препарат амбра. Я тоже извиняюсь, мне тоже горло. Да. Тут еще вопрос, нужно ли делать ингаляцию при сухом кашле? Но ингаляцию в домашних условиях, я извиняюсь, ингаляцию в домашних условиях можно делать, но смотрите, ингаляцией нельзя увлекаться, если рядом другие люди. Потому что больной человек, когда делает ингаляцию, у него происходит вот это усиление аэролизации. То есть она может передать вирус другому человеку. Вот. И поэтому, конечно, если это ингаляция, то вот этот небулайзер, да, только целью профилактики можно, значит, ингалироваться, да, допустим, эти
Но увлекаться нельзя, потому что вот мы знаем, медики, что когда ингаляцию делаем, мы можем вред принести окружающим. Мгм. Об этом мы должны думать. Скажите, тут еще вопрос, что касается ингаляции содой, да, нужно ли делать Ну, ингаляцию содой? в легкой форме можно целью профилактики, потому что действительно вот про соду говорят, что это щелочное, что это как бы убивает Вирус. вирус, да. И еще плюс, значит, польза ингаляции в том, что это высокая температура, да, высокая температура, тоже вирус убивается, когда температура выше 60 градусов. Мгм. Поэтому при легкой форме содовой ингаляции как бы можно делать. Мгм. Еще такой вопрос. Масло черного тмина и омега-3 можно ли пить как витамин? Ну, сейчас, Ну, на данное время. по идее, можно, не помешает, потому что мы же говорим, что легкие, они любят жир, альвеолы, они окружены жиром, и поэтому советуют, вот китайская народная медицина тоже в начале марта делегация Китая, значит, приезжала в нашу страну, и эти, значит, наши коллеги, мы с ними общались, и действительно, они тоже советовали, чтобы как бы жир присутствовал в рационе у людей. Мгм. Потому что все-таки легкие, они как бы тоже это профилактика, это не панацея, это тоже профилактика, это тоже как бы, как Для скажем, поддержания, да, да, здоровья? для поддержания организма, да, да. Да. Ну, скажите, пожалуйста, какие-нибудь пожелания у вас будут для Да. наших Ага. подписчиков? И мы на этом, наверное, уже закончим наш прямой эфир. Да. Но еще хотелось бы до окончания, вот мы проговорили насчет температуры, да, и вот говорили жаропонижающие препараты. Просто хочу поделиться последними данными, что все-таки, когда COVID-19 идет вот этот цитокиновый шторм, да, вот это воспалительный процесс, он становится бурным. Но до того, как он стал таким опасным, вот это противовоспалительные препараты, противовоспалительные, вот я не говорю о гормонах, это уже в стационаре, а на амбулаторном уровне, допустим, вместо парацетамола ибупрофен, он обладает противовоспалительным эффектом. И получается, он как бы действует вдвойне. Тройне, потому что и болевой синдром есть, да, когда ковид, сильный такой, ломота, там, головные боли, упорные головные боли, температура тела, я сказала, да, и самое главное, это противовоспалительный эффект, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, потому что ибупрофен сейчас везде уже идет в протоколах, и именно вот его компонент, противовоспалительный эффект, да, вот. Ибуфен ультра. Угу. 200 миллиграмм капсул, это для взрослых получается, да? Вот. Ну и мое пожелание для всех подписчиков, для нашего народа в такое сложное время: берегите себя. Берегите себя. И самое главное, не паниковать, потому что иммунитет не любит, когда паникуем, когда в отрицательных эмоциях ходим. Поэтому надо спокойно относиться. Ну и, конечно, соблюдать все меры, значит, то, что нам рекомендуется, да, по инфекционному контролю, носить маски, окружающих, думать не только о себе, а и об окружающих, мытье рук не забываем, да, ну и самоизоляция, если какие-то признаки, то обязательно это самоизоляция. Вот. И, конечно, пожелаю здоровья и скорейшего выздоровления всех наших граждан и вообще всего мира. Спасибо вам большое, Венера Гуджоновна, за Вам полезную спасибо. информацию. Вам тоже желаем крепкого здоровья, не болейте. Огромное вам спасибо, что лечите нас, бережете нас. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания.